Мы все знаем, как российские спецслужбы организовывали и проводили теракты, а после обвиняли в этом чеченцев. Российские спецслужбы взрывали автобусы, поезда, потом спокойно могли найти на месте своего преступления паспорт чеченца и после заявить о блестящей операции по задержанию виновника. Действительно, чеченцев забирали. Потом под жесточайшими пытками заставляли их признавать вину, а затем сажали в тюрьму. Сегодня таких чеченцев в российских тюрьмах насчитывается тысячи. Затем российские агенты стали убивать журналистов, а также работников гуманитарных организаций и, конечно, обвиняли в этих убийствах чеченцев. Помните убийство работников Красного Креста, которое произошло в селе Новые Таги в декабре 1996 года? Кто это сделал? Кто стоял за этим убийством? Могу с уверенностью сказать, что это сделали не чеченцы. Это убийство никак не нужно было чеченцам, даже учитывая то, что война была закончена и российские войска должны были покинуть республику до 31 декабря 1996 года. Службами Чеченской Республики Ичкерия были выявлены организаторы этого преступления, и чеченское руководство не раз обращалось к руководству России, чтобы эти преступники были выданы чеченской стороне. Все эти требования были проигнорированы. Подойдем к более массовым преступлениям. Чеченцев обвиняли в подрыве домов в России в 1999 году, причем самым бессовестным образом. И это обвинение послужило причиной для начала Второй российско-чеченской войны. Это по версии России. Заметьте, ни один чеченец не пойман и не осужден за эти теракты. Даже сами россияне знают сегодня, что за этими терактами стоял Путин. Вспомните тот случай, который произошел в Рязани. Местный житель заметил, что трое незнакомцев переносят из легковой машины в подвал жилого дома какие-то мешки. Потом оказалось, что в этих мешках был гексоген. Местная милиция даже определила наличие в этих мешках гексогена. Но позже Патрушев заявляет, что это были учения. Представляете, какие это учения, если в мешках находится настоящий гексоген, использовался настоящий пейджер и настоящий детонатор. Тогдашний спикер России Геннадий Селезнев на заседании 13 сентября 1999 года сообщил: «Вот сообщения передают. По сообщению из Ростова-на-Дону сегодня ночью был взорван жилой дом в городе Волгодонске». Он сказал это за 3 дня до взрыва дома в Волгодонске, который произошел 17 сентября. Но россияне промолчали. Безразличие граждан России позволило российским спецслужбам провести и другие преступления. Чеченцев обвиняют в теракте в городе Беслан. Кто бы ни брал ответственность на себя, но чеченцы не стоят за организацией этого чудовищного теракта. Чтобы убедиться в этом, постарайтесь найти ответы на такие вопросы. Почему российская власть врала о количестве заложников? Почему они врали об отсутствии требований? Как было доставлено в школу оружие задолго до этого теракта? Почему в этой акции участвовали люди, которые должны были сидеть в тюрьмах? Почему не тушили пожар в школе и не подпускали пожарников? Почему власти России этим стирали следы этого преступления? Почему не проводили судебную медэкспертизу? Почему в средствах массовой информации России не говорится, что 300 родственников жертв теракта выиграли суд против России в Европейском суде? Ведь Европейский суд установил, что власть имела информацию о готовящемся теракте, не предотвратила его и не использовала все возможности для освобождения заложников. Европейский суд также установил, что спецназ России применял в ходе штурма огнеметы, гранатометы и танки. Почему в России не считаются жертвами этого теракта? За всем этим стоял Путин, которому нужно было обвинить в этом чеченцев, начать войну и на этой войне прийти к власти. После этого для оправдания своих действий ему надо было придумать байки о борьбе с терроризмом, ему надо было заявлять и обвинять чеченцев в связях с Бен Ладеном. Якобы чеченцы проходили спецподготовку в лагерях Аль-Каиды. Все это чушь Путина, Естржемского, Леонтьева и Щебалкина.
Сила не в оружии и даже не в навыках ведения боевых действий, а в духе и вере. Чеченцы сами научат кого угодно борьбе. К чему я хотел прийти и что рассказать? Во время Второй российско-чеченской войны Путину и его спецслужбам было важно обвинить чеченское сопротивление в терроризме. В первую очередь эти обвинения сыпались в адрес лидера чеченского сопротивления, президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Российским спецслужбам было важно найти такую цепочку, чтобы можно было обвинить Масхадова в терроризме, очернить его, а также было много попыток его убить. Теперь про то, какие грязные методы они использовали. Президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов встретился с командирами чеченского сопротивления. На этом совещании обсуждались планы о том, как можно эффективнее наносить удары по российским оккупантам. Во время этого совещания было записано видео, где Масхадов говорит такие слова: «Я уверен, и у меня нет никаких сомнений, что на заключительном этапе мы обязательно проведем уникальную операцию, подобную «Джихад», такую, какую мы проводили в августе 1996 года, когда освободили столицу нашей Родины от оккупантов». Но российские спецслужбы и подконтрольные им СМИ вырезали слова Масхадова, где говорится про августовскую операцию, и заявили, что Масхадов готовил теракт в России. Обмануть граждан России никакого труда не составило, так как они не слышали про операцию августа 1996 года. Для информации, операция «Джихад» — это штурм и освобождение города Грозного вооруженными силами Чеченской республики Ичкерия в августе 1996 года. Операция была спланирована начальником главного штаба вооруженными силами Чеченской республики Ичкерия Асланом Масхадовым, в результате которой российским оккупантам численностью в несколько дивизий пришлось сдаться. То есть Масхадов имел в виду, что чеченским сопротивлением будет проведена военная операция против российских оккупантов. Расскажу про бессовестную выходку российских спецслужб, где они хотели использовать своих марионеток для того, чтобы обвинить чеченцев в более ужасающем теракте. Это было в 2004, а также в 2005 году, дважды. Генеральным представителем президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова был в то время Умар Ханбиев. У меня были контакты с ним по работе. Умар Ханбиев рассказал мне, что с ним связался один человек и предложил план, с помощью которого якобы можно остановить войну в Ичкерии. То есть этот план нужно было донести до чеченского президента с целью ознакомления и одобрения. То есть, по словам того человека. Он, по словам Умара Ханбиева, выложил ему такой план. Первое. Есть несколько контейнеров с радиоактивными отходами. Второе. Эти контейнеры будут отвезены в крупные города России и установлены в метро. Третье. Будет взорван один из этих контейнеров. Четвертое. От лица президента Ичкерии будет предъявлен ультиматум Путину остановить войну в Ичкерии, в случае отказа подрываются другие контейнеры. Пятое. Все расходы берет на себя человек, который предложил этот план. В нашей личной беседе Умар сказал, что у него дома находится один единственный человек, через которого без опаски можно отправить аудиокассету президенту. Мне довелось потом разговаривать с Умаром Ханбиевым, который был не в настроении в тот вечер. Оказывается, в личной аудиокассете, отправленной Асланом Масхадовым Умару Ханбиеву, он его отчитал и указал больше не подпускать к себе темных личностей, при этом добавив, что это очередная уловка спецслужб. Чтобы потом заявить о блестяще проведенной операции спецслужбами России, якобы они нашли и обезвредили эти контейнеры, и затем обвинить в этом чеченцев. Позже, после убийства в 2005 году российскими спецслужбами президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова, с таким же подходом кадыровские агенты отправили такое же идентичное сообщение, предложение президенту Чеченской республики Ичкерия Абдулхалиму Садулаеву, который приступил к выполнению обязанностей президента Чеченской республики Ичкерия после убийства Масхадова. Это была вторая неудачная попытка, и даже очень глупая. Хвала Аллаху, что наши лидеры были чисты, в отличие от этих грязных методов,
варварства и подлости российских спецслужб, с которыми столкнулся и пострадал чеченский народ. Наши лидеры, как и народ, были против войны. Они боролись за мир. Аллах азут кобал дольсейра.